Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Майор запаса из Туркменистана подрабатывал в России, а потом уехал на войну и попал в украинский плен. Профессиональный военный из Туркменистана, бывший начальник связи и радиотехнического обеспечения полетов военной авиации инженерно-технического полка, после 19 лет службы в вооруженных силах Туркменистана уехал на заработки в Россию. Спустя год работы там он решил легализоваться. В юридической консультации ему посоветовали подписать контракт с Министерством обороны РФ. Мужчине пообещали работу по специальности на аэродроме, но записали в штурмовики и отправили в Украину. Спустя 2 недели он попал в плен. Интервью с военнопленным из Туркменистана опубликовал украинский блогер Дмитрий Карпенко. Во время беседы 46-летний житель Ашхабада, его имя не называется, рассказал, как оказался на войне. В Туркменистане после окончания в 1999 году военного института он 19 лет проработал по специальности. Дослужившись до начальника связи и радиотехнического обеспечения полетов военной авиации в звании майора, получал около 4000 манатов в месяц, чуть более $200. В 2018 году медкомиссия признала его негодным к службе по причине невроза. До военной пенсии не хватало выслуги лет, а до обычной по старости возраста. Несколько лет мужчина перебивался случайными заработками, а в конце марта 2023 года приехал в Россию в город Воронеж. Там он какое-то время работал таксистом, потом перешел на стройку, получал до 80 тысяч рублей, около $800. В мае нынешнего года он обратился в юридическую консультацию по поводу легализации пребывания в стране, где ему посоветовали подписать контракт с Минобороны РФ. Обещали работу по специальности на аэродроме в Воронежской области, а на войну, мол, не поедешь, год отслужишь и получишь и разрешение на работу, и прописку. 18 октября гражданин Туркменистана подписал контракт, а уже спустя 2 дня его вызвали в военкомат, откуда вскоре увезли на полигон. Потом, как мы прибыли на полигон, нас переодели там и распределили, и нам сказали, что я в штурмовом отряде. На полигоне тебе сказали? Да, на полигоне узнал, что я в штурмовик иду. Мужчина надеялся, что там его распределят, как и обещали по специальности на аэродром, но его записали в штурмовики и отправили в Украину. Отказаться или сбежать уже не было возможности. На войне он, по его словам, фактически побывал всего несколько дней и ни разу не стрелял. В группе из нескольких солдат он стоял на охране блиндажа. 15 ноября украинский дрон начал забрасывать их гранатами, и группа перешла в другое место, где туркмену приказали окапываться. Главный группы ушел и не вернулся. Мужчина прождал его до вечера, а потом решил пойти обратно в свой блиндаж, но наткнулся на украинских солдат. Решил вернуться в ту точку, где ждал главного, но там снова появился украинский дрон. В темноте он убежал в лес и заблудился. Поняв, что его бросили, он решил сдаться в плен. Ходил по лесу, и ни командира, никто обо мне ничего не спрашивает, не ищет. Свой блиндаж искал, тоже не нашел в лесу. И сидел уже, думаю, меня бросили, я один нахожусь там. И опять этот дрон появился сверху. И начал бомбить меня. Я несколько метров прошел, и что он сбросил, взорвался у меня где задние бедра. В конце видео мужчина обратился на туркменском языке к согражданам. Что ты сказал? Я сказал, что я работать хотел мирным путем, но меня обманули и оказался здесь. Никому не советую идти сюда. В Ашхабаде у него остались жена, работающая няней в детском саду, и 2 сыновей. По словам военнопленного, он уехал на заработки в Россию,
чтобы женить старшего сына и дать образование младшему. Дозвониться до родных мужчины блогеру Дмитрию Карпенко не удалось. Туркмен Ньюс уже не раз рассказывал о плачевной ситуации в вооруженных силах Туркменистана. Из-за низких зарплат и социальной необеспеченности офицеры массово пишут рапорты на увольнение. Только в прошлом году за границу, по информации Туркмен Ньюс, уехало около 850 офицеров. Министерство обороны Туркменистана и Государственная пограничная служба обеспокоены этой тенденцией, но чтобы удержать военнослужащих, руководство воинских частей не принимает у них заявления об отставке и проводит воспитательные беседы. В Туркменистане наемничество является уголовным преступлением. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы, которое может быть увеличено до 25 лет с конфискацией имущества, в случае, если будет доказано, что на войне наемник кого-то убил. Туркмен Ньюс рассказывал историю гражданина Туркменистана Сергея Григоряна, который воевал в Украине на стороне России. Об этом узнали в Министерстве национальной безопасности, но мужчина смог откупиться, продав квартиру, которую приобрел на заработанные на войне деньги. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.